Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Новые IT-центры и стартапы. Как развивается цифровая отрасль Якутии, какие проекты наиболее перспективные и что диктуют новые форматы работы. Об этом мы поговорим с министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолием Семеновым. Анатолий Аскалонович, здравствуйте. Здравствуйте, Иван Викторович. Совсем недавно в Барагонцах и Покровске открылись новые IT-центры. Для чего эти центры создаются вообще и насколько они востребованы населением? Да, действительно, согласно указа главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева номер 149, мы до 2024 года должны создать 17 улусных IT-центров. На сегодня открыто уже 7. И до конца года будет открыто еще 2, итого уже в этом году будет открыто 9 IT-центров. Это Сунтарский, Намский, Мегино-Кангаласский, Среднеколымский, Нюрбинский IT-центры. И, как вы сказали, да, вот в Усть-Алданском и Хангаласском районах. А задача этих IT-центров – это в первую очередь, конечно, обучение населения цифровой грамотности, получение различных цифровых навыков и в том числе и специальностей, ну и создание рабочих мест. Мы очень хотим, чтобы вот с приходом быстрого интернета в районы республики и с открытием IT-центров мы смогли, как на примере города Якутска, создавать новые рабочие места именно в IT-отрасли. То есть, чтобы появлялись там свои стартапы, появлялись, может быть, люди, которые работают на фриланс, то есть работает через интернет по различным специальностям. То есть вот задача у IT-центров такая. Но, насколько я знаю, в этих центрах есть еще и образовательные программы переподготовки для взрослых. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Ну, действительно, у нас сейчас, допустим, вот в Якутском колледже связи и энергетики работает программа для предпенсионеров, программа переподготовки, там 4 недели по таким направлениям, как веб-дизайн и разработка, IT-решения для бизнеса на платформе 1С, реверсивный инжиниринг, разработка мобильных приложений и другие направления. Поэтому мы хотим расширить эту модель и сделать так, чтобы как раз в дистанционном формате население в районах приходило в IT-центры и тоже обучалось различным направлениям, в том числе, которые я назвал. И вы знаете, что по национальному проекту «Цифровая экономика» в рамках подготовки кадров для цифровой экономики разыгрываются цифровые сертификаты, то есть они бесплатные. И в прошлом году в Якутии участвовал в пилоте, у нас было роздано 1000 сертификатов, и можно было выбирать около 400 различных специальностей и проходить переподготовку. То есть в этом году у нас участвует тоже около 1000 человек, и я, в принципе, считаю, что IT-центры могут стать таким, можно сказать, центром компетенции вот как раз для взрослого населения, потому что там нет смысла рассказывать там географию или историю, нужно именно получать только конкретную узкую специальность, да, и в течение 3 месяцев. Ну и, соответственно, после окончания уже трудоустраиваться и работать вот в IT-центре. Но вот если говорить о тех IT-центрах, которые в Якутии уже открылись, то какой именно работан опыт и как можно оценить эффективность их деятельности? Ну, у нас, как я назвал, одни из первых были открыты вот в Сунтарском районе, Намском районе. Если говорить про Намский IT-центр, он расположен в здании Ростелекома. У нас как раз на Восточно-экономическом форуме был подписан соглашение между республикой и компанией Ростелеком по как раз содействию вот этой программе. Вот, там установлена льготная аренда для наших IT-центров и понижена ставка за интернет в размере 100 мегабит, там специальный льготный тариф для наших IT-центров. То есть Ростелеком нам как раз помогает в реализации данного проекта. Кстати, хочу сказать, что помогают также и предприниматели, такие компании, как Kickstar, Avotec и другие компании. Вот. Но если говорить про конкретные какие-то достижения, могу сказать, что в Сунтарском IT-центре уже работают ребята, которые участвуют в наших различных мероприятиях.
в наших хакатонах, берут на субподряд какие-то работы небольшие. В Намском IT-центре оказывал консультационные услуги по организации дистанционного образования педагогам. Также в IT-центре была сделана 3D-карта туристических баз в Намском районе, ну и даже сделана 3D-модель Дворца культуры в Намце, да, и запущен информационный портал Намского УУСа. Я вообще считаю, что развитие вот таких компетенций внутри района как раз поможет оцифровке района, то есть именно цифровой трансформации района, потому что вот пандемия показала, что вот у нас, допустим, наличие в IT-парке своих резидентов как раз является конкурентным преимуществом, вот именно когда нужно срочно сделать ту или иную информационную систему, тот или иной портал, то есть у нас эти компетенции есть, и мы очень хотим, чтобы взаимосвязка IT-парк, IT-центр, вот это работало, и эти компетенции появлялись в том числе в IT-центрах, в районах. Одновременно с открытием IT-центров в ВУЛУСах министерство провело еще и всероссийский конкурс по поиску технологических стартапов «Стартап-экспедицию». В прошлом году экспедиция прошла по всему Дальнему Востоку, сейчас уже по всей России. Расскажите о партнерах конкурса, сколько проектов в этом году участвовало и дал ли новый формат проведения какие-то изменения? Ну да, действительно, Якутск сейчас является, мы гордо себя называем IT-столицей Дальнего Востока. Это связано с тем, что на самом деле по количеству стартапов, IT-компаний, по экспорту IT-услуг мы занимаем первое место на Дальнем Востоке. У нас единственный IT-центр, IT-парк на Дальнем Востоке создан, да, есть своя акселерационная программа. И, конечно, мы, с одной стороны, благодаря вот стартап-экспедиции прошлого года хотели делиться своими знаниями, ну и, конечно, расширяли так называемую воронку проектов для нашей акселерационной программы Б8. И мы в прошлом году вместе с Фондом высоких технологий Дальнего Востока, вместе при поддержке фонда Сколково побывали в 11 городах Дальнего Востока, читали лекции, смотрели разработки местных ребят. Всего было подано больше 150 заявок. Они все были просмотрены, и в финал вышло 13 проектов. Ну и победителем стал компания «Айгер» из Владивостока, которая, кстати, хочу сказать, всей семьей переехала в Якутск с ребенком. Вот, руководитель проекта жил 3 месяца в Якутске, несмотря на вот так случилось, что когда он приехал в марте, началась пандемия, но тем не менее вот компания прошла акселерационную программу, получила финансирование, да, и теперь мы имеем долю в этом проекте, да, и сейчас из-за пандемии мы понимаем, что мы не можем ездить в другие города, есть очень много ограничений, поэтому мы решили сделать ее онлайн. И в этом году вместе с компанией «Северсталь», с «Алроса IT», с компанией «Миндрайвер» мы вот провели такую стартап-экспедицию в онлайн-формате по всей России. Приняло участие 42 города, для нас было это очень удивительно. Было очень много заявок, и я хочу сказать, что, вы знаете, очень правильно мы идем, потому что о Якутии очень много узнают, о наших разработчиках, о наших институтах развития. И самое главное, что мы благодаря этой экспедиции втянули в нашу экосистему вот крупные корпорации, да, такие как «Алроса IT», как «Северсталь» и конечно, наша гордость, вот агрегатор такси, «Индрайвер». Вот были очень позитивные отзывы от «Алроса IT», потому что эта компания была создана в прошлом году, и перед «Алроса» стоят большие задачи по цифровизации компании. И мы, конечно, должны участвовать в этом процессе, нашей IT-компании. И мы очень надеемся, что благодаря вот этому отбору, в том числе и наши IT-компании, возможно, получат контракты с «Алроса IT», и мы будем участвовать в цифровизации компании. Могу сказать, что на следующий год мы уже разговариваем с другими партнерами, будем расширять географию, возможно, выйдем на международный уровень. Тем самым мы будем развивать нашу экосистему и развивать наши проекты. Вот если говорить о проектах, которые были предоставлены во время стартап-экспедиции, то какие темы там были наиболее актуально представлены? Но, если честно, на самом деле сейчас очень сильно развивается направление по развитию искусственного интеллекта и машин-ленинга, да, машинного обучения, машинного зрения. Вот перед компанией «Алроса», допустим, один из кейсов – это вот
сортировка алмазов, да, благодаря тому, чтобы участвовала в этом машина, в этом трудоемком процессе. Вот. У InDriver это peer-to-peer экономика, то есть это, как знаете, что сам движок, вот сама бизнес-модель вот InDriver это в том, что люди сами назначают цену, сами договариваются напрямую с водителем, и такие проекты есть и в других направлениях, там, в услугах, в различных там маркетплейсах, то есть искали такие проекты. Ну и для Северстали это в том числе и проекты в области горнорудной промышленности. На самом деле, я хочу сказать, Якутия очень сильно развивается в горнорудном направлении, у нас заходят большие проекты, и перед ними тоже стоят различные технологические задачи, в том числе использование беспилотного транспорта, роботизированной техники. И в целом это все для нас очень хорошие задачи, для наших вот инновационных компаний, наших IT-компаний, потому что мы, делая эти решения для крупных горнорудных компаний, можем потом, обкатав эти проекты, выходить на мировые рынки. Ну а говоря в целом о ситуации, как пандемия сказалась на деятельности IT-центров, да и в целом IT-индустрии, стало ли, в отличие от других отраслей, которые пострадали, подстегивающим фактором к более быстрому развитию, о котором все говорили в начале пандемии? Ну, во-первых, IT-отрасль, вы знаете, что это уже все в курсе, что IT-отрасль и ассоциация IT-отрасли не стояла в стороне. То есть компания InDriver, компания Майтона и лично Арсен Григорьевич Томский первыми отозвались поддержку, были выделены средства в размере 45 миллионов рублей на приобретение аппаратов EVL. Это говорит о том, что наши IT-компании, несмотря на вот свой рост, да, бурный, да, они остаются очень, скажем так, ориентированы на нашу республику для того, чтобы поддерживать ее в разных направлениях, за что мы им очень благодарны. Ну и, конечно, наши IT-компании, как я сказал в начале интервью, участвовали в разработке таких решений, как сайт Stop COVID-19, который был развернут буквально в течение 2 недель для информирования населения и Роспотребнадзора, и наших медицинских сотрудников, да, и управляющих компаний. Ну и был также в короткие сроки реализован проект «Цифровой пропуск» в городе Алдане. Также мы сделали, кстати, сейчас цифровой пропуск используется в том числе и для спортивных учреждений. Ну и, конечно, вот компания Skyberi, это вот сегодня мы тоже обсуждали это на уровне главы, о том, что успешный проект помогает как раз на базе искусственного интеллекта, помогает делать более точный анализ компьютерной томографии. Да. Вы знаете, сейчас это сервис очень востребован, и чтобы ускорять этот процесс, чтобы убыстрять этот процесс и делать более точный диагноз, разработана такая система нашими резидентами IT-парка. Сегодня уже обработано около 20 тысяч снимков, сделано очень много диагнозов, и, вы знаете, по отзывам самих радиологов даже помогает иногда выявлять там, где не заметил человек. Точность там от 95 до 97%. И эта программа улучшается, мы ее расширяем. Было приобретено оборудование специальное, да, для того, чтобы более мощные компьютеры, чтобы машина считала быстрее. И мы надеемся, что вот этот опыт, который реализован в том числе в Москве, будет распространяться по всей республике. Я знаю, что точно Алданский ЦРБ подключен, еще несколько улусных ЦРБ. Я думаю, что в целом вот там, где будет приобретаться вот такие аппараты и где-то не хватает компетенции, в том числе и радиологам, можно будет вот за счет искусственного интеллекта решать. Ну и примеров таких, Иван Викторович, много. Чтобы не задерживать, так сказать, наше интервью, нам этого формата не хватит. У нас вся информация есть на нашем сайте, и надо смотреть, потому что действительно вот эти решения, которые, в том числе вот доставка еды, там GoGo Курьер, MyPoint, наши маркетплейсы тоже помогают, в том числе решать вот задачи, которые стояли во время пандемии для нас. Анатолий Аскалонович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. От лица телеканала поздравляю вас с прошедшим днем рождения и желаю всего самого доброго. Спасибо, Иван Викторович. Берегите себя.
Это была программа «Актуальное интервью». О развитии цифровой отрасли Якутии мы говорили сегодня с министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолием Семеновым. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.